Всем здравствуйте, меня зовут Нураим Рыскулова. Что такое медиаграмотность? Этот термин сейчас очень популярен, потому что в целом каждый человек должен быть медиаграмотным. То же самое касается, начиная со слухов, когда вам кто-то что-то говорит о каком-нибудь человеке, вы верите этому на слово, это уже говорит о том, что вы не проверяете информацию, вы строите свое мнение о ком-то, о чем-то на основе непонятно кем данных фактов. И то же самое, когда вы смотрите какие-то новости, которые транслируют какие-то аргументы в сторону одной стороны или другой стороны, всегда должны фиксировать, да, что это за источник информации, какой канал, почему они вещают это, правда ли это, сравните с другими источниками информации, теми же проправительственными источниками и с независимыми СМИ. Когда мы говорим о медиаграмотности, мы подразумеваем, что с этим сталкивается каждый. То есть это может быть бабушка-пенсионерка, которые говорят, что не знаю, там какой-то ревматизм лечится накладыванием подорожника и так далее. Чтобы оберечь своих близких, вы как минимум должны им объяснять, что информацию нужно чекать. Для этого есть тот же Google, для этого есть разные СМИ. Нужно сравнивать информацию, смотреть, дается ли она везде одинаково, или где-то кто-то с какой-то целью пытается вас ввести в заблуждение. Если мы говорим, допустим, про мам, то вопрос того же грудного вскармливания, очень много разных советов в разных непонятных пабликах, где могут быть какие-то советы, которые могут навредить вам и вашему ребенку. Поэтому эту информацию, естественно, нужно чекать. Это касается не только здоровья, это касается в целом вашего мировоззрения, это касается различных сообществ в социальных сетях, где транслируют информацию, где очень много подписчиков. Если вы чувствуете, что где-то вас пытаются обмануть, где-то есть какая-то выгода, вас пытаются перетянуть на какую-то сторону, всегда чекайте информацию в разных источниках. Помните, что нужно проверять, что за источник, кто за ним стоит, какой посыл они подают, есть ли там какая-то беспристрастность, есть ли там вообще какое-то зерно смысла. Всегда старайтесь проверять информацию, будьте медиаграмотными, поддерживайте акцию Текшердим и старайтесь всегда мыслить критически. Удачи!